Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Лара Володина и наши новости. Но сначала предлагаю послушать фрагмент аудио от якутского волонтера. На встрече с мэром задала вопрос, почему э, отловлено 3215 собак, а написано, что 1000 собак находится в пункте передержки животных. Куда делись 2000? Это первый вопрос был. Второй вопрос. Почему, переименовав пункт передержки в приют, нет карантина, изолятора и стационара? Это отдельные вещи. Друзья, и еще такая проблема. Да, сейчас мы не вывозим в больших количествах, как раньше. Власти решили, что называется ни себе, ни людям. Не достанься никому, лучше истребим. В итоге, если вывозим, то с улиц замерзающих, кого успеваем из оставшихся в живых, кто завтра также станет, если не трупом с дротиком, то узником западни ППЖ, откуда они бесследно исчезнут с формулировкой «хозяин забрал», что означает в большинстве случаев «нет в живых». А проблема в том, что даже для редких вылетов, для редких спасенышей должны быть наготове переноски, которые там закончились. А отправленные должны быть срочно оплачены, иначе их не выдадут после двухнедельной доставки туда. Покупать там новые невыгодно вообще. Обычно я заранее об этом беспокоюсь. Слишком много и так проблем, связанных с пассажирами и перелетами. Друзья, помогите, пожалуйста, оплатить доставку переносок в Якутск. Это очень необходимо, нужны переноски. Без переносок не вылетит вообще никто. Наступил вечер, магазин закрывался, и собаку выставили на мороз в минус 50. Но не жилец, она на улице. Забрали, конечно. Назвали Юной. Все, магазин закрывается. Собаку на улицу. Кто-нибудь заберите ее. Да, замерзнет на улице. Уже закрытие магазина, все закрылось. Все. На улице минус 47, почти под 50 ночью. Все, на выход тебя, видишь? Все, охрана выгоняет. А что делать? Охрана есть охрана. Кто-нибудь возьмите ее. Замерзнет. Все. Торговый центр закрылся. Друзья, вы помните эти кадры спасения? Юна и еще несколько спасенных с улицы от гибели таких же собачуль ждут вылет. И не только взрослые, есть еще и малыши. Всех нужно срочно вывозить. И, конечно же, нужны деньги. Кого-то прививаем, кому-то на пеленки, кого-то откармливаем, кого-то лечим. Всем нужны финансовая поддержка. Пожалуйста, помогайте им. У нас их очень много. И щенков много, и взрослых собак тоже много. Нам очень нужна ваша помощь постоянная, регулярная. Очень вас просим. И их спасение, их перелет зависит от вашей помощи. Друзья, не знаю, будем ли скоро спасать вообще. Сами все видите. Но из последних сил можем еще кого-то и вывести. Пока замерзают и пока дротик с ядом не долетел до них, есть несколько собак ожидающих. То ли спасем их, то ли замерзнут. Но без денег на передержку не оплатим. Ни на дорогу тоже денег нет. Вы помните, да, что теперь мы не можем обо всем вам вещать.
Этому бедолаге повезло. Он сразу же попал на глаза нашему человеку. Подросток. Назвали его Стар. Хорошо, что в сумке оказался препарат от отравления, витамин В6 или пиридоксин. Все неравнодушные люди уже прикупили, и я вижу, как часто они носят с собой шприцы и ампулы с этим препаратом. Колоть в таких случаях надо много, всю упаковку в бедро на большую собаку. Обратите на это внимание. Не рвало, ничего не... Не-не, я 10 ампул ему поставила. Отправка экспресс будет? Да, это экстренная отправка. Ну, по нему видно ему плохо. Мгм. Ну, повезло, хоть собака адекватная. Хороший щенок, видать. Пластырь. Ты корова маленький. Сейчас тебя спасут. Наш милый Старк, необычайно везучий парень, чудом спасен был от дротика с ядом и быстро прооперирован. Также быстро прилетел в Москву. Когда прошла фотосессия и начался пиар, Старка заметили в Эстонии на передержке для пристройства. Сейчас мы готовим его в дорогу и начинаем сбор средств, чтобы оплатить переезд Старка в новую счастливую жизнь. Друзья, помогите, пожалуйста.